Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится в ближайшие 48 часов? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, красиво. Очень красивая картинка. Видите, люди друг другу руки подают. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Здесь у основания у нас два человека, которые друг к другу тянутся руками. Но у одних из вас отыграется симпатия, да, прям проявится симпатия. Вы человеку понравитесь, вам человек понравится, и вы друг к другу потянетесь. У других уже момент сближения, когда вы сближаетесь друг с другом. Но у третьих прийти друг другу на выручку, на помощь. Очень хороший знак. Знак, который объединяет, знак, который радость несет, удовольствие, какие-то яркие, счастливые моменты. С кем бы вы там друг к другу не потянулись руками, поверьте, это все добром обернется. Приятными, радостными событиями, и вам действительно вместе будет очень хорошо. Либо вы друг другу очень здорово поможете. Замечательный знак. Ну, если вы в ссоре, кстати, тоже может отыграться, что друг к другу прям потянет. Поймете, что вот зря сглупили, поссорились. И вы на сближение, на прощение пойдете, и к вам человек потянется, да, с желанием с вами помириться. Дальше, мои хорошие. Видите, здесь два кораблика. Один вправо, другой влево. За 48 часов. Либо вы кого-то и сможете проводить и встретить, да, один и тот же человек за 48 часов и уедет, и приедет. Либо в течение этого срока кто-то уедет, а кто-то, наоборот, приедет. Да? С одним прощаетесь, либо с одной, а другую встречаете. Вот. И прощание, и встреча может произойти. Ну, кораблики на самом деле хорошие, четкие. То есть здесь как бы причины отъезда, либо причины встречи очень положительные. Вот. Может быть, и вы куда-то успеете и съездить, и приехать, и какие-то дела важные поделать, где-то побывать, может быть, даже не обязательно по делам, может быть, кого-то посетить, либо как на прогулку, там, в другой город, может быть, выехать, либо какое-то другое место. Да, и приехать, и уехать. Дальше. Так, а здесь вы кого-то будете подменять, либо брать на себя чужие обязанности. Это может быть и на работе, да, кто-то из коллег не выйдет, заболеет, может быть, в отпуск, да, уйдет, либо отгулы возьмет, и вам придется этого человека заменять, подменять. И также, возможно, вас кто-то будет просить, там, подмени меня, замени меня, может быть, даже не обязательно на работе, а в каких-то делах. Вот. Сначала вам как-то будет не по себе, но вижу, что вам это хлопот не доставит. Наоборот, как-то прям и понравится, и вы четко справитесь с задачей, никаких ни проблем, ни трудностей тут не возникнет. Дальше. Здесь показано, что ангел-хранитель вам на ухо что-то нашептывает, да, что-то шепчет. И вы знаете, это будет настолько четко, настолько своевременно, что вы даже немножко испугаетесь. Скорее всего, какие-то мысли, да, либо вы как чей-то голос даже можете услышать, да, как будто бы даже не своими мыслями думаете, не своими словами, категориями размышляете. Слушайте, ну своевременная подсказка в трудную минуту, либо в правильное время даст положительный результат. Вижу, что вы прислушаетесь к этой подсказке, либо правильно считаете какие-то знаки, и вот либо своего добьетесь, либо какой-то даже неприятности избежите. Здесь идет явная подсказка, явное нашептывание и с положительным результатом. Это самое главное. Дальше. Здесь у нас мужчина
с которым у вас как-то пусто было, да, между вами пустота. Может быть, отношения на паузу поставлены, может быть, отношения, ну, как подзависли, да, и в пустоту провалились. Здесь мужчина в вашу сторону очень красивую птицу запускает. Это может быть и предложение, и какие-то вот комплименты могут быть, и какие-то признания. То есть мужчина устал в этой пустоте. Мужчина делает первый шаг для того, чтобы пустота прекратила существовать, да, между вами, чтобы наполнить это пространство именно теплыми, такими нежными, любовными энергиями. Мужчина будет стараться. Дальше, с левой стороны. Кто-то вам руки выкручивает, ну, в прямом смысле слова. Может быть, вас куда-то не пускают, либо вам что-то запрещают. Может быть, от вас что-то такое требуют, что для вас там не свойственно, не характерно, либо, в принципе, неприемлемо. Да, здесь как давление оказывается, либо попытка вас принудить к чему-то, либо вас, может быть, даже остановить в чем-то. Тот, кто выкручивает вам руки, дорогую цену за это заплатит, да, жестко расплатится. Вижу, что за вас кто-то заступится, кто-то более сильный, кто-то более, ну, жесткий, чем вы, да, кто умеет там недобрых людей на место ставить. И вам эта защита будет очень приятна. Вот за вас заступать более авторитетный человек, либо человек, который власть в руках имеет. За вас заступятся, и это будет как-то вот прям на показ, не скроется ни от чьих глаз. Здесь не только вы знаете, не только тот, кто делает, не только тот, кто защищает, но и те, кто окружают. Здесь на этой почве даже какие-то слухи могут пойти, что там человек вам неровно дышит, либо человек вас как-то особо выделяет. Но тем не менее, я вижу, что человек поступает по совести, по чести. То есть человек видит нарушения, либо противозаконные действия, может быть, какие-то неприятные действия, и заступается. Вот, руки вам перестанут выкручивать, и вы, ну, вот свободу свою почувствуете, обретете. Плохой человек большую цену заплатит за свои неправомерные действия, за то, что на себя слишком много взял, либо взяла. И больше ни вам, никому другому руки крутить не будет. Не принуждать, не заставлять, не давить. Вот этого больше не будет. Так, здесь у нас какое-то шикарное свидание. Мужчина прям на крыльях любви летит к своей женщине. А у женщины мысли мрачные. То есть, может быть, вы решили, там, например, прекратить общение, да, как бесперспективное. Может быть, как-то человек вас не впечатлил, не проявил себя. И вот вы идете на это свидание, чтобы ему все это высказать, а он прям на крыльях любви летит к вам. Знаете, здесь мужчина, как добрый волшебник, будет творить чудеса, будет показывать фокусы, да, в конце концов. Настолько вам будет приятно с ним, что вы сразу позабудете обо всех вот этих мыслях, что больше не общаться, больше не встречаться, что это не мой человек. Знаете, как, вот говорят, второе дыхание, да? Здесь как второе дыхание у ваших отношений появится. Да, мужчина вас удивит, мужчина вас порадует, и будет очень приятно. И еще, мои хорошие, вижу, что что-то вы будете вычеркивать, либо, в принципе, отменять. От какой-то мысли откажетесь, либо от какого-то желания. Вот от чего-то вы отказываетесь и правильно делаете. Вы и время сможете сэкономить, и силы свои сэкономить, и не разочароваться. Идея, мысли, желания, может быть, даже какая-то поездка. Вот от чего-то вы откажетесь и точно не пожалеете. С собой будете очень довольны. Да, вот скажете: нет, не пойду, либо нет, не поеду, нет, не согласна, нет, не хочу. Вот, и прям тоже как-то легче себя почувствуете, как-то прям отпустят. Может быть, у вас волнение какое-то было, либо вы долго сомневались. А теперь вы обрубаете и говорите: нет, я этого делать не буду. И прям легче вам становится. Дальше, мои хорошие, подкова вам падает прямо под ноги. Но это с вами происходит не дома, где-то вот в пути, в дороге, может быть, в каком-то месте. Вот прям повезет. Там подкова и маленький фонтан. Повезет, удача улыбнется. И здесь положительные эмоции, и также, возможно, вы получите больше, чем надеялись, больше, чем рассчитывали, либо больше, чем положено, да, потому что фонтан все-таки это про прорыв, это про изобильность. По какому бы делу вы ни пошли, либо чем бы вы там ни занимались, на что бы вы ни претендовали, вы получите больше, чем положено, либо больше, чем рассчитывали. Подкова падает под ноги. Не забудьте после этого везения сделать хотя бы небольшой откуп.
Да? Вы можете и денежку пожертвовать, вы можете и животных покормить, птиц покормить. Это все засчитается. Доброе дело можете сделать. Да? Вот такие моменты, их нельзя пропускать. Когда вы откупаетесь, вы дальше себе вот этот зазор на везение, на удачу расширяете и открываете. Когда вы откупы не делаете, то момент может просто схлопнуться, и в следующий раз не повезет, либо придется очень долго ждать вот этого момента везения. Хороший на самом деле знак, только не забудьте сделать откуп. Так, в левой стороне у меня счастливая семья. То ли вы вместе куда-то пойдете, то ли вы вместе чем-то будете заниматься. Что-то хорошее будет происходить, то, чего не планируете, то, чего раньше, может быть, не было, либо было когда-то давно. Вся семья вместе, и все в таком позитивном, хорошем состоянии. Все собрались и вместе что-то делают, либо вместе куда-то пошли. Вместе очень классно, здорово проводят время. Дальше, мои хорошие, здесь карман, в него падают деньги. Причем кто-то их туда ложит, а вы достаете. Деньги. Деньги в семье, деньги кто-то близкий может подкинуть. И также деньги могут какие-то неожиданные прийти. То, чего не ждете, то, о чем позабыли, либо то, на что не рассчитывали. Но деньги придут. Придут и вот, пожалуйста, в карманчик падают. И еще какие-то перемены в делах. От худшего к лучшему. Здесь как просвет в ваших делах, как будто бы из тьмы выходите. Может быть, что-то было сложное, запутанное, странное, не давалось вам что-то. Вот вижу, что просвет идет. Вы из темноты потихонечку выходите. Улучшение в ваших делах, какие-то хорошие перспективы на горизонте. Вам тут и веселее, и радостней, и вы темп начинаете набирать. Потому что вы видите этот свет, вы к нему стремитесь, да, поскорее дела свои закончить, либо поскорее все там урегулировать, наладить. И вы начинаете больше действовать, больше активничать, приближаясь к этому свету. Прямо настроение у вас будет гораздо лучше, чем обычно. Вам это понравится. Дальше вижу, что вам с кем-то удастся договориться. Причем обстановочка будет так себе не очень, либо силы будут не на вашей стороне, но вижу, что вы себя в руки берете и вот именно свою линию толкаете. Вы договариваетесь на своих условиях, либо договариваетесь так, чтобы вам было и выгодно, и приятно. Хоть человек и несговорчивый, то ли настроение хорошее будет, то ли вы будете очень убедительны, да, человек с вами согласится. Здесь заключение договора на ваших условиях, и прям приятно, да, вам будет приятно, что вы этого добились. Дальше здесь какой-то вам подарочек, кто-то подарит маленький, скромный, но вам будет приятно внимание. Вот как-то подарок, как подарок, да, отдельно, но вот именно этот момент, что человек о вас думал, что человек готовился, что потратил время, да, деньги как бы не будем считать, вот, позаботился о вас, преподнес вам подарочек. Это будет очень-очень приятно, прям порадует вас. Так, вы станете свидетелем каких-то странных действий со стороны тех, кто вас окружает. Это может быть и на работе, и по соседству, и даже среди ваших родственников. Что-то вы такое подметите, заметите, то, что раньше не замечали, либо то, что люди от всех скрывали и прятали. Тут как стать свидетелем чужих тайных действий, да, чужой тайны. Мои хорошие, вам эта информация еще пригодится. Не спешите ее там обнародовать, либо там громко выходить и говорить: ага, попались. Вот так не делайте. Вы, если есть возможность, не знаю, на видео запишите, либо на диктофон, поверьте, вам это еще пригодится. Вот как-то так показали. Событие, которое в долгой перспективе может для вас быть очень выгодное. Да? Вот эта информация, это чужая тайна. Да, кого-то увидите, что-то увидите, не обнаружьте себя, пусть люди не знают, что вы свидетель, а вы, пожалуйста, как-то вот эту информацию то ли запомните, то ли запишите, вот должна она у вас остаться, еще обязательно пригодится. И еще говорят, что не будет какого-то конфликта. Может быть, вы себя подготавливаете к какой-то конфликтной ситуации, либо вы понимаете, что с кем-то неприятным вам нужно будет встретиться, и прям чувствуете, что дело закончится конфликтом. Говорят, что конфликта не будет. Не будет. Как-то вот тихо, мирно вы встретитесь, там, пообщаетесь, поговорите, либо что-то сделаете вместе и разойдетесь.
Здесь как-то непривычно. Вы такая, где конфликт? Почему его нет? Не будет. В этот раз точно не будет. Будет все спокойно. И еще, может быть, даже встреча как-то не по сценарию пройдет. Не так, как обычно. То ли человек такой будет там в себе, о себе. Ну, либо, может быть, не то самочувствие, не то состояние. Конфликта у вас не будет. Дальше. Мужчина женщине предлагает свою спину. Такой говорит, запрыгивай. Запрыгивай, я тебя покатаю. Вот. А женщина так сомнительно на него смотрит, ну, через плечо. Говорит, ну не знаю. Ну, что-то странно как-то, да, может, не доверяю тебе. Здесь мужчина будет либо свои услуги предлагать, либо предлагать свою помощь, ну, либо что-то для вас делать. Да, вплоть до того, что действительно вот подвести куда-то, либо отвести куда-то, какую-то проблему вашу решить. Мужчина может быть как и свой родной близкий, так и, например, малознакомый мужчина, либо вовсе незнакомый мужчина. Вы, конечно, будете сомневаться, но предложение будет очень хорошим, своевременным и с правой стороны выходит. Действительно, в этом будет смысл и толк, и польза будет, если вы согласитесь. Ну, в принципе, кто вам еще такое будет предлагать? Соглашайтесь, конечно, что тут думать. Вправо он вас повезет, по правой дороге, в правое дело, на пользу вам это все пойдет. Не сомневайтесь. Даже если не знакомый, ну вот поверьте, поможет от чистого сердца и не обидит, когда никаких проблем вам не создаст. Наоборот, вот покатайтесь на чужой спине. Не все ж вам возить других на своей спине. Теперь вы на чужой покатаетесь. Ну, неплохо. Дальше. Кто-то тут занимается тем, что создает интриги, да, плетет интриги. Вас попытаются втянуть в эти интриги. Вам могут открыто врать в глаза. Могут там всякое, знаете, небылицы придумывать и выдавать это за факты. Не станьте жертвой интригана, либо интригантки. Здесь вот явно показали, что человек такой матерый, ловкий и, ну, красиво вот плетет узоры, делает, да, вот это интриги. Вот. Не верьте людям на слово, берите информацию из разных источников и не дайте себя против кого-то настроить. Вот. Не будьте так внушаемы, податливы. Да, встреча с интриганом, общение с интриганом. Надо быть поаккуратнее. Еще здесь показано, что за 48 часов успеют случиться 3 каких-то очень важных и ярких события. Одно из них прям очень на вас повлияет, либо подарит вам много радости и очень приятных впечатлений. 2 других, они менее значительные, но тоже приятные. Вот 3 события, 3 ситуации, 3 каких-то важных дела. Вот одно прям влияет, помогает, радует, позитивчик приносит, а 2 других, они как сопутствующие идут. Но все равно это хорошо. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.